Казань, Товарищеская, 34, телефон 8 951 061 65 40. Рост экономической активности в 2020-2024 годах будет обеспечен в первую очередь увеличением объемов промышленного производства. На парламентских слушаниях начали издалека, с макроэкономики. При таком положении дел в России и в Татарстане в ближайшие годы ожидается небольшой, но стабильный экономический рост. Бюджетный эффект же это не просто так, это говорит о том, что компания обеспечит рост ВРП, валового регионального продукта, и, соответственно, налоги. Потому что без роста ВРП налоги сами по себе не могут быть. С такой экономикой бюджет будет все объемнее, а дефицит все меньше. Все муниципалитеты бездефицитные. Свыше 70% всех средств пойдут на социалку. В приоритете образование и здравоохранение. Заложены деньги на повышение зарплат бюджетников. Если сравнить Татарстан с другими регионами, я скажу, что мы все-таки в лидерах в этой части. Один губернатор выступает и говорит: мы ввели 30 ФАПов, а мы 300. Мы молчим, сидим, конечно, а мы 300 ввели. Как отмечает бюджет республики, с каждым годом становится все более детализированным. В этом году его планируют расписать на 4000 страницах. Для понимания, что это за объем, это примерно как все книги о Гарри Поттере, либо в 3 раза больше, чем роман Толстого «Война и мир». Сегодня депутаты внесли еще ряд замечаний, как лучше профинансировать ту или иную сферу. У меня вопрос по упрощенке для малого бизнеса. По росту доходов, которые должны превышать инфляцию. Мой вопрос касается сельских поселений. Это наши крупные города и районные центры. У Алексея Песошина по проекту бюджета замечаний не возникло. Теперь со всеми предложениями документ будут рассматривать в первом чтении. Ближайшая сессия Госсовета пройдет в конце октября. Дмитрий Аверинин, Ренат Васиков, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.